Первый вице-премьер-министр Кубатбек Буронов провел заседание Республиканского оперативного штаба, в котором в онлайн-режиме приняли участие полномочные представители правительства в Иссык-Кульской, Джалалабадской, Нарынской, Таласской, Ошской, Баткенской областях и мэр города Ош. По информации пресс-службы правительства, в ходе заседания отмечено, что правительство принимает необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с учетом ситуации в стране и мире. Медицинские работники. Экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме. Главы профильных министерств и ведомств, областных администраций проинформировали о проводимой работе и принимаемых мерах по исполнению поручений для предотвращения распространения коронавируса. Сегодня, 23 марта, второй день в режиме чрезвычайной ситуации в Кыргызстане. На Ошском рынке Бишкека большинство точек продажи закрыты. Как сообщили торговцы, наплыв покупателей значительно сократился, из-за чего некоторые арендодатели обратились в администрацию Ленинского района, чтобы им посодействовали в продлении сроков выплаты аренды. Судебные органы Кыргызстана работают в штатном режиме. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Верховного суда. Как отметили в пресс-службе, в судах усилены меры предосторожности, организована работа по дезинфекции помещений и другие меры профилактики. В этой связи в целях безопасности просим стороны приходить в судебные учреждения в медицинских масках и соблюдать порядок, дисциплину и привнести свой вклад в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Кыргызской республики, сообщили в Верховном суде. Меры предосторожности не влияют на режим работы судов, поскольку в судах рассматриваются дела, которые имеют предусмотренные законодательством различные сроки рассмотрения, подачи исков, обжалования судебных актов, определения меры пресечения и так далее. Министерство здравоохранения обращается к Министерству внутренних дел с просьбой оказать содействие, если человек отказывается соблюдать условия карантина. Об этом 23 марта на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Акматова. По ее словам, этот вопрос входит в полномочия МВД. Есть административная ответственность, согласно которой граждане, которые не подчиняются условиям карантина в обсервации, будут привлечены к ответственности, сказала она. СМИ задали вопрос, что делать, если сосед не соблюдает условия домашнего карантина. Акматова ответила, что, во-первых, с ним нужно поговорить по телефону и объяснить. Во-вторых, позвонить в штаб. Штаб передаст информацию МВД. В Кыргызстане по состоянию на утро 23 марта новых зарегистрированных случаев коронавируса не выявлено. Об этом стало известно по итогам выступления представителя Министерства здравоохранения Кыргызской республики Айнура Акматовой на брифинге в Доме правительства. Ранее сообщала, что в Кыргызстане подтверждено 14 случаев коронавируса, среди заболевших 8 женщин и 6 мужчин. Это были новости на сегодня. Не забываем поделиться этим видео с друзьями, а также подписываемся, ставим лайк и жмем на колокольчик.